Кстати, вот вы уже часть сказали про это, про то, что в Конституции было записано присутствие войск. А что еще, вот, с вашей точки зрения, создало предпосылки для аннексии Крыма и оккупации части Донбасса? Вот что было не сделано в той Украине? Ну, знаете, я думаю, что самое большое, наверное, было упущение в 2004 году или попозже, да, вот когда люди имели надежды, и вот они не оправдались. После первого Майдана, да. Если бы тогда был серьезно взят, вот даже вот те же самые конституционные поправки, сделай их тогда. Вот эти же? Да, эти же самые. В 2010 году никакого договора о пребывании российских войск. Думаю, что сегодня этого всего не было. Даже, наверное, мы бы вместе были в НАТО и решали общие вопросы. Естественно, в Крыму с литовским флотом, там, шучу, конечно. Но на самом деле и еще одна история, это история с тем, что вот тогда, после Оранжевой революции, у крымских татар были большие надежды, что права крымских татар будут признаны. Да, и что будет автономия крымских татар, как коренного народа Украины. И если бы это было, как вы думаете, удалось бы так просто с этой русской весной имитировать вот это все? Ну, наверное, бы гораздо сложнее было это все сделать. Я, кстати, знаете, во времена Майдана я очень так близко следил за событиями Украины, наблюдая прямые трансляции. Я же помню, что никто другой, а именно крымские татары пытались защитить. И в одно время, 26 февраля, если хорошо помню, да, им удалось на время отстоять вот и Верховный Совет Крыма. Так что, это действительно была единственная проукраинская сила практически, наверное. И, естественно, если бы эта автономия была, чуть-чуть сильнее, именно фокусируя на крымско-татарской, наверное, бы все было чуть-чуть по-другому. Но главное, конечно, тут утерянные 5 лет, вот то, что вы говорили, и узурпация власти, и такое, я не знаю, один же тот же факт, что многие, руководители Украины, министры, там, я не знаю, главы... Они были россияне. Да, просто. А так они сейчас, я читал, что глава МВС, Министерства внутренних дел, вроде он в Держдуме работает сейчас, так что, или это не та информация? Я просто не очень хорошо знаю про кого конкретно, но почему нет? Почему нет? Захарченко вроде. Да, их всех знает Роман Цымбалюк, мой друг, корреспондент, единственный украинский, который постоянно работает. Это доказывает, что люди на самом деле работали уже тогда на чужое государство. Да, но они просто вернулись в государство, на которое они работали. Вот и все. Да.